Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Эти слова, придуманные Ильфом Петровым еще в 1931 году, не потеряли своей актуальности. Потому что почти в каждой российской семье есть автомобили, а в некоторых даже и по два. И основная стоимость расходов на содержание автомобиля составляет стоимость бензина. И мы посмотрели на статистику и узнали, с чего складываются цены на бензин, почему они продолжают расти, грозит ли нам топливный кризис и будем ли мы жить с вами в вселенной безумного Макса. Давайте разбираться. Лето пустых канистр. Так пессимистично окрестили ситуацию в топливной отрасли страны ряд экспертов и журналистов. И, казалось бы, такая оценка имеет место быть, ведь с конца мая главная тема в России – ограничение на продажу бензина и дизеля. Есть и те, кто и вовсе называет сложившуюся обстановку топливным кризисом. А вот кризис ли это? И если да, то в чем причина и какие могут быть выходы? Такие вопросы ставит другая половина, не столь пессимистично настроенная. Ряд из них и вовсе считает разумными действующие квоты на АЗС, которые призваны охладить ажиотажный спрос. Локальные дефициты действительно есть, но за исключением юга страны. Они в основном вызваны ажиотажным спросом, а не перебоями в поставках. Если одновременно на одно АЗС приезжает много автовладельцев, которые хотят заправить полный бак, то они, естественно, опустошат ее хранилище, и бензина на ней не будет. Потребители поедут на соседние заправки и создадут на них избыточный спрос, что в итоге может привести к локальному дефициту. Большинство специалистов, однако, сходится в одном – у ограничений есть свои причины. Конечно, на ум сразу приходит Ормузский пролив. Кризис на Ближнем Востоке проверил пределы мировой энергетической системы, которая за последние десятилетия превратилась в тесно взаимосвязанный глобальный рынок, поддерживаемый тысячами танкеров, торговых домов и сложными ценовыми механизмами. Да, ожидаемая разблокировка пролива может стать фактором ослабления рубля, допускают опрошенные изданием «Ведомости» эксперты. При этом влияние проявляется с задержкой в 1,5-2 месяца, поэтому резких колебаний не стоит ждать. И, к слову, о ценах. Здесь важно упомянуть, как в нашей стране формируется ценовая политика на топливо. Цена на бензин начинается не с заправки, а с нефти, но важно понимать. Стоимость сырой нефти – это далеко не вся цена бензина. В структуре розничной цены на топливо в России доля самой нефти примерно 10-15%. Остальное – это налоги, переработка, логистика и наценка. Вот представьте, что вы печете пирог. Мука – это нефть. Но чтобы получился пирог, нужны еще яйца, сахар, масло, духовка, электричество, труд пекаря и доставка в магазин. Точно так же и с бензином. Нефть – только один из ингредиентов. Самая большая часть цены на бензин – это налоги. В России на них приходится более 50% стоимости литра. Сюда входит акциз, специальный налог на топливо, его платят нефтеперерабатывающие заводы, и он напрямую влияет на цену. Налог на добавленную стоимость, который начисляется на каждом этапе. Налог на добычу полезных ископаемых, его платят нефтяники за каждую добытую тонну нефти. И получается, что государство – крупнейший участник ценообразования. Когда меняются ставки налогов или акцизов, это сразу отражается на цене на АЗС. Нефть нельзя залить в бензобак автомобиля. Ее нужно переработать. На нефтеперерабатывающем заводе из тонны нефти получают не только бензин, но и дизель, керосин, мазут и другие продукты. Процесс сложный. Нефть нагревают, разделяют на фракции, очищают, добавляют присадки. Все это требует энергии и оборудования квалифицированных специалистов. Затраты на переработку – это еще 15-20% в цене бензина. Гордостью сибирского отделения Академии наук является то, что как раз наши химические институты во главе с институтом катализа полностью обеспечили импортонезависимость России в катализаторах для получения любых видов моторных топлив. То есть какие бы ни были санкции, до тех пор, пока будут работать заводы нефтеперерабатывающие, у нас будет нефть и так сказать, нефтяное сырье, мы можем получать любые виды моторных топлив. То есть Вот И водородные, более того, немножко дополню, Да. потому что даже, допустим, 5% повышения эффективности переработки, когда речь идет о миллионах тонн, представляете, какой эффект экономический? Да. Типичная единичная мощность нефтепереработки 1 миллион тонн в год. 5% это значит 50 тысяч тонн топлива в год мы можем получать больше. Причем нужного качества, нужной экологической чистоты. Значит, для Якутии могут быть интересны те технологии, которые малотоннажные, можно ставить недалеко от тех источников углеводородов, которые есть.
Есть очень большие проблемы с сопутствующими газами нефтяными, потому что их очень часто сжигают, а на самом деле сжигать их не надо. Их можно, вот вы затронули слово водород, их можно переработать в водород, содержащие смеси, все это каталитические технологии. Ну и на самом деле, если говорить шире, то получение специальных видов пластиков. Вот одна из работ Института катализа, которая ведется вместе и с университетом, и с Якутским научным центром, это получение композитных материалов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Вот, это сверхпрочный полимер, который получают по технологии на катализаторах Института катализа. Но дальше композитные материалы уже умеют делать у вас в Якутском научном центре и испытывать их. Ну, если помечтать, то вообще можно делать как что, отказаться от нефтеперегонных заводов, да, а прямо нефть из трубы берете, да, ставите катализатор и разделяете все на фракции. На перспективу. Это я так подбрасываю. Это так у нас есть технология бициклар называется. То есть она существует, эта технология? Она уже существует? Или она разрабатывается? Она была проверена на месторождениях углеводородных в европейской части России на уровне опытно-промышленной. Значит, суть заключается в том, что на самом деле каталитические технологии очень сильно зависят от экономической ситуации в стране. Каким образом? Потому что меняются интересы страны, меняется ценовая политика. Допустим, надо от бензинов перейти на дизельное топливо. Вот. Надо получать меньше мазута, меньше битума, либо наоборот, все это зависит от экономики. А химики уже обеспечивают вот эту вот подвижность. Ну и надо сказать, что очень важным направлением является, конечно, использование, мы всегда называли вычислительные технологии, сейчас говорят IT-технологии, для работы, для сопровождения промышленных процессов онлайн. То есть немножечко меняя параметры действия химических реакторов, можно очень сильно менять и выход продуктов. Но возвращаясь к причинам на российском рынке. С конца мая украинские беспилотники атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы. Среди них крупные заводы в Уфе, Ленобласти, Перми, Москве, Тюмени и других городах. По состоянию на 29 июня украинские беспилотники не атаковали только 2 предприятия из числа крупнейших по объему переработки нефти. Оба расположены за Уралом. Однако позиция Кремля в деле этих атак была предельно ясна еще после первых ударов и появления вместе с ними первых паникеров. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в некоторых районах может сокращаться производство, что в том числе связано и с сезонными профилактическими работами. Были какие-то риски с обеспечением топлива в России с учетом практически ежедневных ударов дронов по НПЗ и приостановкой многих заводов в Центральной России. Насколько вы считаете, что проблема серьезная, что планируется предпринимать? Нет, Кремль не видит таких рисков. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано и с сезонными профилактическими работами. Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой. Наша Минэнерго в данном случае держит этот вопрос, как всегда, собственно, на постоянном контроле. Примечательно, что Пентагон и вовсе счел украинские удары по России безрезультативными. Нет, сейчас вас не подводят ваши уши. Это прямая цитата из доклада специального генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость», представленном Конгрессу США. В отчете говорится, что украинским ударам не хватило координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции. Однако все же у этих ударов были последствия. Первыми их ощутили жители Крыма. На крымских автозаправочных станциях приостановили продажу топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для юридических и физических лиц. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время.
По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Для соблюдения законности и справедливости и пресечения злоупотреблений, значит, мы договорились непосредственно с операторами рынка, что на каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива. При этом нами принято решение: все коммунальные службы, скорая помощь, все силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом будут в полном объеме. При этом нами проведена оптимизация, и я благодарю руководителей силовых структур, они точно так же провели оптимизацию, значит, потребления топлива, оставляют только службы, те, которые непосредственно сейчас отвечают за безопасность. Аварийные службы, и мы договорились, значит, что по одной машине в каждом министерстве и ведомстве всего, которое выполняет роль, это там они определят каждый у себя, то есть на каждое ведомство одна рабочая машина. В таком режиме, то есть мы сейчас будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять каждый день. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации. Вместе мы эту картину пройдем. Мы со своей стороны, как органы власти, то есть гарантируем справедливое распределение тех нефтепродуктов, которые находятся сегодня на полуострове и поступают. Мы с севастопольцами вместе, при этом хочу сказать, с Михаилом Владимировичем Развожаевым мы держим связь, и мы со своей стороны принимаем все меры, чтобы у нас были одинаковые уровни, соответственно, потребления и уровни реагирования на возникающие угрозы. Поэтому спасибо всем, пожалуйста, соблюдайте спокойствие, как я говорил, сохраняем взаимное доверие, которое помогло нам пройти все наши испытания с 2014 года, пройти достойно. Ну а дальше сработал принцип домино. В российских регионах один за другим начали вводить ограничения на выдачу топлива. И везде практически одна и та же картина. Рост цен, пусть и небольшой, очереди, паникеры и куда без них перекупщики. С последними бороться стали решительно. В соседней с нами Иркутской области правоохранители пресекли 4 случая нелегальной торговли бензином. Например, 20-летний парень разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже топлива по цене 250 рублей за литр. Вместо покупателей на сделку прибыли оперативники. Почему прячете лицо? Не хочу показывать лицо. Не хочу. Почему не хотите? Не хочу быть знаменитым. Бензин взяли. На заправке в другом городе. В каком? В Тулуне. Мирно? Видно. Угу. За что задержаны сотрудниками полиции? Продал бензин. Поехал продавать бензин и задержали. За сколько хотели продавать бензин? Литр 250 рублей. Считаете себя виноватым? Да. За что? За то, что продал бензин дорого. В начале этой недели вице-премьер Александр Новак оценил ситуацию на топливном рынке. По его словам, на рынке сформировался серьезный ажиотаж, который привел к искусственному росту спроса. При этом регионы, снабжение которых зависит от сезонных и природных факторов, получат приоритетную поддержку при обеспечении топливом. Кроме того, Новак поручил региональным властям и отраслевым компаниям на регулярной основе предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами для оперативной оценки обстановки и принятия необходимых решений. Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Здесь мы работаем вместе с Маратом Шакирзяновичем, с его рабочей группой, с Министерством транспорта, Министерством обороны также. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Что уже на сегодня сделано? Ну, во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования.
сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки. Решать проблемы с топливом, не создавая новых. С этих слов президент России Владимир Путин начал совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. По словам российского лидера, резервы бензина в стране сейчас практически соответствуют уровню прошлого года, несмотря на поступление ранее накопленных объемов топлива. Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Глава государства также заявил о необходимости принять системные меры, которые ответят масштабу текущей ситуации с топливом. Речь идет и о наращивании объема предложений, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо, сказал президент. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного понимания, для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Давайте это все детально и обсудим сегодня. Тихой сапой ситуация на топливном рынке добралась и до нашей республики. К сожалению, собственного нефтеперерабатывающего завода, способного закрыть потребности всей республики, у нас нет. Поэтому большая часть топлива у нас привозная, при этом львиную долю в его постоянно растущей цене составляют аппетиты производителей. Однако стечение ряда факторов нарушило поставки в целом ряде регионов. У нас ситуация немного иная. Кое-кто говорит, как в известной поговорке, что топливо у нас как кое-чего за баней, но при этом забывают упомянуть, что топливо в основном дизельное. В понедельник ввели лимиты на продажу топлива для предотвращения искусственного дефицита и в нашей республике на АЗС «Саханнефтегазсбыта». Ограничения на заправках сети будут действовать в Нерюнгринском, Молданском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Ленском, Усть-Майском районах, а также в городе Якутске. Там разрешено продавать не более 30 литров бензина или 200 литров дизельного топлива на одно транспортное средство, а также временно запрещен отпуск топлива в переносную тару. В связи с возросшим спросом на нефтепродукты в ряде субъектов Российской Федерации правительством республики приняты временные ограничительные меры на отпуск топлива на автозаправочных станциях акционерного общества «Саханнефтегазсбыт». На данный момент введены нормативы на бензин автомобильный, это 30 литров на одно транспортное средство, ну и дизельное топливо 200 литров на одно транспортное средство. Ограничения по отпуску топлива введены на автозаправочных станциях в центральных и южных районах и в городе Якутске. Как я сказал, на одно транспортное средство по отпуску бензина не более 30 литров и на дизельное топливо не более 200 литров. Ограничения будут действовать до стабилизации ситуации с нефтепродуктами в стране. Данная мера носит временный характер. Объекты социальной инфраструктуры, экстренные и коммунальные службы, общественный транспорт, сельскохозяйственные производители обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. Поставка в арктические районы будет осуществляться по утвержденным графикам.
На прошедшем заседании Федерального штаба под руководством заместителя председателя это правительства Российской Федерации Александра Новака для республики определен приоритетный объем поставок нефтепродуктов. Работа по исполнению данных обязательств ведется совместно с федеральным оперативным штабом, в том числе под контролем федеральных органов и исполнительной власти и нефтяными компаниями. Ситуация остается на контроле правительства республики, и мы контролируем данную ситуацию на постоянной основе. Но топливо везут ведь не только до Якутска и крупных райцентров. Далее по рекам оно отправляется в отдаленные населенные пункты, где оно также жизненно важно. Первый тур топливной навигации на быстро мелеющих реках подходит к своему завершению. И назревает логичный вопрос: отразится ли ситуация с топливом на доставке, соответственно, и на ценах. Так, например, в Ленском районе введены лимиты на топливо. Мера направлена на предотвращение ажиотажного спроса и обеспечение стабильного снабжения рынка. Теперь на одно транспортное средство можно приобрести не более 30 литров бензина и не более 200 литров дизельного топлива. Временный запрет действует и на розлив в переносную тару. На заправках Ленска ажиотажа пока не наблюдается, но водители уже высказали свои недовольства. Вот приехал на заправку, 30 литров лимит. Я в следующий раз, не знаю, сюда вот приеду, смогу приехать, нет, без бензина. Но это какое-то издевательство, я не знаю, как это можно сказать. Я надеюсь, наверное, скоро так отменят уже это вот, чтобы свободный доступ был с бензином. Так-то тоже тяжеловато. Сейчас придется дома экономить, пешочком ходить большинство, чтобы сюда только в следующий раз приехать в город. Бензина маловато, вот сейчас 30 литров, просил, больше не дают. Канистру хотел взять, канистру с собой взял. Бесполезно. Ну, бензин же это сейчас летнее время, надо дома там на мотоблок залить. Потом я сам вожу воду домой. Это мне надо в помпу воду. Ну, бензин, он везде нужен. В данный момент заправляюсь, еще не видел ажиотажа, чего-то подобного. Я полагаю, что очень большие сложности, ну и сам я испытаю в будущем, когда соберусь выехать на речку. Потому что, как правило, топливо заправляется в канистры, потом в лодки переливается. Ну, с этим очень много трудностей у простого населения возникнет. В то же время жители и гости города Мирный могут быть спокойны относительно обеспечения топливом. 2 автозаправочные станции компании «Саханефтегазбыт» функционируют в штатном режиме, обеспечивая бесперебойную работу и наличие всех видов топлива. Отсутствие очередей и стабильные поставки позволяют водителям заправляться без каких-либо затруднений, что является важным фактором для поддержания нормальной жизнедеятельности города, особенно в условиях удаленности и особенностей района. На обеих АЗС представлен широкий ассортимент топлива, отвечающий потребностям различных автовладельцев. Так, бензин 92 доступен по цене 77 рублей 10 копеек за литр. Для тех, кто предпочитает более современный вариант, предлагается 95 по стоимости 81 рубль за литр. Но особое внимание уделяется и владельцам дизельных автомобилей. Дистопливо реализуется по цене в 96 рублей 10 копеек за литр. Полный бак заправился, никаких ограничений нету. У нас заправка все нормально работает, все отлично. Не, я нормально заправился, каждый день заправляюсь, как бы, ну, нормально, сколько хочешь, до полного бака. Я каждый день заправляюсь, все нормально, никаких ограничений нет. В Якутске же автомобилисты отмечают, что серьезных изменений они не заметили ни в доступности топлива, ни в привычном режиме работы автозаправочных станций. Да не особо почувствовал. Не ощутили разницу, да? Пока нет. Вот неделю назад 81 было же, по-моему, да? Сейчас? А сейчас? Сейчас уже 84. Через месяц, не знаю, может 100 будет еще. Подорожает, короче. Ага, а вот по объему как будто меньше стало или так? Да, конечно, что-то меньше стало. Ну, я 95-й заливаю всегда. А так, не знаю, идет наверх или вниз, без разницы. А вы не почувствовали разницу, да? Там нет, разницы нет. Ну, на чуточку не слишком сильно изменилось. Не, я не знаю, только что подошел, так что не знаю, может цена старая. А в целом разницу вот не ощущаете пока, да? Разницу не ощущаете пока? Пока нет. Так вообще эти дистопливы не выдаются. Не выдают? Госконтракт, говорят. А вот по цене, может, по объему что-то изменилось? По объему немножко изменилось. А по цене? По цене тоже. Больше стало, да? Угу. Насколько? А так не заправить на деньги и на карточку.
Правительство подчеркивает, действующие меры носят временный и профилактический характер. После стабилизации потребительского спроса ограничения будут сняты. Все автозаправочные станции нефтебазы республики продолжают работать в штатном режиме. Топливо в Якутии есть, запасы сформированы в достаточном объеме. Благодаря многолетней системе северного завоза и накоплению резервов республика традиционно располагает более значительными запасами нефтепродуктов, чем большинство регионов страны. 24 июня на Федеральном штабе под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака для Якутии закреплен приоритетный объем поставок нефтепродуктов в размере 239 тысяч тонн. На сегодняшний день это главная задача – обеспечить стабильное и бесперебойное снабжение топливом всех жителей и предприятий республики. И сегодня наша задача, чтобы, как говорится, здесь никого не обделили. Сегодня федеральный штаб обозначает, чтобы в приоритете мы держали те службы, которые необходимы для жизни населения. Это службы МЧС, службы здравоохранения, муниципальные службы в части пассажироперевозок. Ну и, конечно, мы тоже с повестки дня не снимаем таких, как говорится, людей, как сельхозпроизводители, лесопожарные службы, строителей, ну и дорожников, которые выполняют национальный проект. Сегодня рекомендовано муниципальным образованием создать оперативные штабы, собрать заявки и предоставить Министерству гражданской обороны и безопасности жизнедеятельности населения. После того, как исполнительный орган государственной власти сделает свод, мы все, как говорится, взвесив за и нет, выберем и постараемся все эти вопросы решить. Сегодня в федеральном штабе также мы проблемы республики обозначаем. Благодаря ранней перевозке некоторые районы дефицит топлива не испытывают. Но в центральных районах, когда мы работали, как говорится, с колес, эта проблема обозначилась. Еще, как говорится, трудности возникают из-за того, что кроме Саханефтегазбыта, трем, как говорится, поставщикам нефтепродуктов, таким как Туймада нефть, Сибойл, Паритет, нефтеперерабатывающие заводы, те компании, которые обязались поставить продукцию, они, к сожалению, не отгружают. И это создает, как говорится, для нас большие препятствия, но мы готовы решить и в этом направлении работаем. Наиболее чувствительна к изменениям предложения топлива авиаотрасль. После обострения конфликта на Ближнем Востоке топливо подорожало на 20-30% по всей маршрутной сети, что неизбежно приведет к перерасчету стоимости рейсов. А у нас есть малая авиация, где это может стать особенно ощутимо. Сегодня у многих возникает резонный вопрос: а что делать? И сразу же на ум приходят ковидные времена и ажиотаж вокруг гречки с туалетной бумагой. Тогда дефицит зачастую создавали не перебои с поставками, а сами покупатели, которые старались запастись всем и сразу. С топливом действует тот же принцип. Когда десятки автомобилистов одновременно приезжают на заправку и пытаются наполнить не только бак автомобиля, но и все имеющиеся канистры, спрос начинает многократно превышать обычный. Вот за таких реально дефицит на заправках будет, за пасуны. Стояла! Ну и стояла бы! И чё ты отъезжаешь? Вопросы отъезжаю! Очередь живая, тупица! В результате даже при наличии достаточных запасов отдельные АЗС могут временно опустить. Именно поэтому во многих регионах страны вводятся ограничения на отпуск топлива. Их задача не скрыть нехватку бензина, а наоборот обеспечить равномерное распределение запасов между всеми потребителями до полной стабилизации поставок. Главный вывод этой истории прост. Сегодня главное топливо – это не бензин, а здравый смысл.
Любой кризис начинается с неопределенности, и заканчивается он тогда, когда эмоции уступают место фактам. А сопоставив факты, мы пришли к выводу, что сегодня ситуация под контролем, причин для паники нет. Это была программа «Якутия в деталях». Я ее ведущая Ирина Ефимова. Все лето смотрите нас по четвергам, как обычно, в 19:15 на телеканале «Якутия-24». Увидимся!